Испытано на себе. Ну, пока Полина отдыхает в теплом доме, так сказать, на кровати мягенькой, я в это время постараюсь обустроить наш дом, в котором мы будем ловить рыбку. Петя, давай, пойдем. Стулья. Все предоставляет. Видите, все для людей, все для людей. И стульчики, и стол, все у нас сегодня будет. Да. Чаря? Мы пошли. Ой. Опа-на! Готово. Ну что, друзья, отдохнули, набрались сил, с новыми силами можно уже идти заниматься рыбалкой. Вот. Очень комфортно. Вы видите, что здесь, я думаю, это не просто так натянуто для того, чтобы наушники развешивать. Тут можно все это огородить, красиво облагородить. Подоконник, конечно, не поставишь цветами, но занавески, которые как раз-таки помогут вам в солнечный светлый день отдохнуть, солнце не будет светить, можно сделать очень такой хороший, комфортный полумрак. Также, если на эту сторону вы посмотрите, друзья, здесь смонтирована, проведена электрика. То есть это дом, практически дом на колесах. Можно путешествовать. В случае, ну, люди мы все сейчас мобильны, у каждого телефона есть, но есть у них такой спецэффект не особо приятный. На морозе он быстро отключается и заканчивается заряд батареи. Вот, всегда можно его подзарядить. Очень хорошо. Так, я тут слегка натоптала. Есть веник. Вот, хорошо. Сейчас мы это приберем. Будет у нас чистота, порядок, красота. Отдых отдыхом, но рыбалка – это как раз-таки основная тема нашего сюжета. Для нее мы сюда и приехали, поэтому, друзья, самое время к ней приступать. Испытано на себе. Так, я вам покажу. Ну, у меня как бы тоже как любительская, да? Не так уж много удочек. Вот недавно поменял вот это. Так, ну и у меня тут кастрюля еще есть. О, то есть, Полина, если мы поймаем какой-нибудь Вот это. трофей, он у нас окажется прямиком на сковородочке. Будем надеяться. Ага. Это черпак, чтобы чистить лунку Ага. от льда, от снега. Можно я этим Да. займусь как раз после поисков своей соведущей? Так, удочку я дам. Ага. Петя, но мы почистили лунки. Нет, девушки, это не так хорошо мы почистили. Нормально. Надо будет прозрачить, чтобы вода была прозрачная. И льда, и снега, чтобы не было. Совсем, что ли? Совсем, да. А как же это вот так по крупинке надо, что ли? Да. Так вам надо это, чтобы дырочки были поменьше. Ну вот, в магазине такие продают. Не надо. Не с- То сюда надо марлю Сам я опустить, делал. мне кажется. Марлю опустить, и марля все, хоп, все вынесет. Ты представляешь? Ну, вот каждый по-своему думает, конечно. Да. А размер лунки имеет значение? Ну, от бура зависит. Есть немножко поменьше, получается. Это размер 100 называется, да? А у нас 130-й. Это как бы средний такой. Ну, самый нормальный. Да. А есть большие вот эти, которые по 150. Но это, то есть, для больших рыб, я так Ну понимаю. да, ну если вот, допустим, далеко именно на трофейную рыбу поехать,
то надо такие Конечно, большие, да? А я же... Обычно прозрачно. Ну вот получается уже почти. Почти. У нас А вообще вот в этих местах, да, обычно ловят что, окушков, да, ты сказал, еще окушков, кого? сигов, окушки, окунь получается, окунь, щука и получается сорога. Ну и если повезет, вот сиг. А так, конечно, тут водится много рыбы. И налим, и таймень. Все у нас есть, но вот, допустим, на удочку можно поймать вот эти, которые я перечислил. рыбы. Мне кажется, это какой-то нескончаемый процесс. Это вот как воду в решете носить. Вот примерно такой же убирать снег. Ну вот, подледная рыбалка, она вот требует. А вообще, на сколько часов выезжает Петр к вам? Вот, допустим, если набираете группу, да, сколько часов в среднем длится вот это развлечение? Ну, мы обычно Развлечений тут мало. мы это вообще арендуем на сутки. Получается, люди приходят, допустим, вот 5 человек, да, оплачивают, и они в сутки берут. Мы им обеспечиваем дровами, так и вот бур, вот стулья, столы, ну и вот это, соответственно, дом, который можно Домики. и, да. Ну, я им заранее говорю, что надо привезти. Это получается вот рыболовные ящики вот такие. Ну, обязательно, можно сказать, этот спальный мешок, в который кто будет спать. Ну, вроде все. А, ну и питание свое. Питание, да, свое. Мы заключаем как бы договор. Ага. Человек, который со мной заключает договор, он дает документ, любой какой-нибудь, чтобы это удостоверяющий личность именно. Ну, чтобы мало ли, вдруг люди, не знаю, там, Пропадут. да, пропадут. Это как для страховки. Да, да, да. Ну, таких клиентов, слава богу, пока еще. Слишком Да. глубокая лунка. Так, ну у меня почти идеальная чистота. Да, Что вот. не скажешь про мой валенок, на который ты любезно все это скинула. Прости, пожалуйста, я так увлеченно занимаюсь процессом, что даже не заметила, что накидала на тебя. Ну ничего, подсохнет. Ты не расстраивайся, Полин. Подсохнет, честное слово. Будем надеяться. Подсохнет, подмерзнет, подкиснет. Петр, нормально же? Нормально, ага. Все уже. Все, все. Все? Хватит, ага. Давай. Так, ну, вчера, когда мы с Полиной разговаривали насчет сегодняшнего выезда, она просила, ну, можно сказать, подарок. Не то, что подарок, а да, Ты посмотри на нее, а? что-нибудь там, не знаю, какие насекомые, да, или так далее. Да, вот хочу показать. Полина, Это- специально для тебя. Это бормуш, получается, специальный, Гадость! Гадость! специальный корм для рыбы. Она в магазинах Я продается. не просила таких Так, ну, подарков. сейчас будем руками вот это брать и кидать в лунку. Прям совсем руками. Смотрите, они Да. шевелятся, Да, мама они, дорогая! они живые. Это ж тараканы. Где вы их Почему это взяли? бормуш? Мы это называем этими креветками. Знаете, сначала, значит, когда я услышала фразу «подарок», я так думаю, ага, Полине, значит, повезло. Я здесь дрова рублю, значит, да, стараюсь, работаю, а подарки-то Полине. Полин, таких подарков не жалко. Ой, ты знаешь- Прошу. Ты знаешь, мне тоже для тебя ничего не жалко. С удовольствием поделюсь. Так, Как ты запомнила название? Бормыш. бормуш. Бормыш. Ну, они водятся вообще. У нас в Якутии тоже есть такие. В Где? основном они в этом, в травянистых водоемах. В смысле, в траве вот и где-то там я... Да. Ну, в озере там, в основном, в речке не знаю, я не видел такие, а в озере они вот такие есть. А как вы их зимой храните? Мерзость. Нет, я это купил с магазина. всё, там всё. А А у их нас разводят? есть. Да, у нас есть такие. Так. Люди, походу, сдают, не знаю, А, продают вот такие. Я Всё вот, понятно. допустим, купил с магазина. Они мне вот там в ящике, они там лежали, двигались. Взяли вот литр, за 150 купил. все понятно. Полин, ну, раз подарок твой, ты и начинай. Давайте я сначала покажу, да? Угощайся. Так, это у нас, Что это? это для прикормки, получается, мы сюда берем руками бормуш и накладываем, Угу. закрываем. Вот, это как тройничок, не тройничок, а как ключ получается, да? Угу. Опускаем вот это, и когда вот до дна дойдет, резко дергаем, и она открывается. А, как я пойму, прочувствуешь? что Да. она на дне?
сразу видно будет то, что леска, она уже как бы не идет. А, не тянет Да, вниз. Не тянет уже. Да. Ну, давай. Ну что, Полина, давай. Руками вперед. Прям в руки Да, это. и- сюда. Да-да-да. Они не кусают. Ну, иногда Давай, кусают. я поддержу тебя по-дружески. Вот эту боже. баночку, так сказать. Полина, открой пакет пошире. Опускай туда свои красивые ручки с красным маникюром. Давай, они мерзнут. Ну ладно, фиг с ним. Давай, давай. Полина, действуй. Оно Давай, давай. шевелится! Нет, мамочка, я не буду держать. Я не буду держать, извини, я передумала. Достаточно? Нет, еще надо. Полина, еще надо. Еще надо. Еще надо, Полинушка. Давай, Полиночка, хорошая девочка. Ты так много уронила на снег. Какая-то растратная. Все, хватит. Все, хватит. Ох, Так, потом очередь Даши, да? да? Ну, мне тоже кажется, что это легко, но... Приятно тебе. Дети-то Да? Так, ну ты опусти сначала туда свою прикормку. Да, Полина. Прикорми. Пошла. О, Опускай, опускай. а какая глубина здесь Все? примерно? Резко дернул. Ну, я надеюсь, я резко дернула. А как понять, что она открылась? Сейчас почувствуем. Ну, вроде открылась. Сейчас проверим, узнаем. Потом надо будет крутить. Все, О, шикарно, с первого раза прям. Браво, Полина, вот Полина. это почистить. Чисти, Полина. Так, моя очередь. Так, Даша, давай. Такс. Гадость гадская. Так. Покажи мне одну крупную. Одну? В руках. Ой, я взяла, кажется, мертвых. Не повезло. Такс. Гадость гадская. Ну, в принципе, на ощущение это не дождевой червь. Мне кажется, даже дождевые черви, они... Ты Как-то посмотри, что ты отвратительно. насыпала вокруг. Кто из нас еще оказался растратным? Да. Знаете, Хотя, как они никакого бормыша не напасешься. по ощущениям как охлажденная перловка. Я не знаю, почему у меня такое сравнение, но реально они такие Нет, гладенькие, у меня жизнь, конечно, прохладные. интересная, но охлажденные перловки трогать как-то не давать. Охлажденная перловка, действительно, такая, знаете, круглая, мокренькая, но прохладная. Вот так вот. Так, смейся, чисти лунку лучше свою. Да тебе ждет та же участь. Так, опускаю я с помощью кнопки и потом резко дергаю, да? Так, опускаю с помощью кнопки, пошла, застряла она. Застряла? Да. Значит, хорошо не почистили. Кажется, все. Дернула. Пошла, Ладно. да? Нет, не пошла. Что? Нажимаем вот эту желтую. Нажимаем опять? Да. Зачем? Чтобы легче шла. Ну, чтобы легче. шло. А, посмотрим, открылась у меня. Открылась. Вот так вот. Знаете, я даже подобные инструменты или подобную методику я даже где-то на вообще видео, первый раз да, на слышу картинке и не видела, на вижу. видео не видела. Ты представляешь, сколько нового сегодня мы узнали? Надеюсь, и наши телезрители тоже видят это, как и мы, впервые. Не надеюсь, что мне это в жизни не пригодится. Ну, прямо. А вдруг понравится и будешь каждые выходные к Петру ездить? Мало ли. Сейчас как поймаешь, Как туры будем тут устраивать, да, развлекательные? конкурентом еще станешь Петру, понимаешь? Так, все, вот мне кажется, они мерзнут, эти А, бедняжки. ничего страшного. Давайте их на печь, Ну, и это- Сковородку, да, в сковородку, в принципе, можно, знаете почему? Потому как что... закуска. протеины. Нет, они белок. как креветки же. Ну На да. вид тоже. И на вид, На и вид. У нас дома, когда был аквариум, там у нас были маленькие гуппи, кто-то нам
Подождите, а если сделать сначала лунки, потом спустить камеру, посмотреть, что там происходит, Да, в принципе, движения так и какие-то, и уж тогда потом им подкидывать на корм-то? Да. Ну все, мы опускаем подводную камеру, надеемся, что там у нас сейчас будет просто семейство такое рыбное. Сиговых. Сиговых, да. Наверняка. Итак, наблюдаем, что там у нас, пока опускается. Сейчас А там- качество-то видно хорошо, да? Видно? Ой, очень хорошо видно. Полин, тебе ничего не видно? Мне ничего не видно. А мне очень А мне хорошо вообще видно. не интересно, что у тебя там в лунке. Я хочу свою смотреть. Так. Полина, рыба. Врешь. Рыба, я тебе говорю. Врешь. У нас камера не так оказывается. Я вижу лед. Этот не лед, это уже когда это земля. В смысле, земля? Ну, внизу. Мы у берега Да? сидим. Тут же песок сразу. А что, сразу видно должно быть прям целиковую рыбу? Да, но пока рыбы не видно. Вот видите, бормуши видны, они вот плавают. А, это и есть наш бормуш? Каждому удочка. Я оранжевая. А я зелененькая. Получается, вот так опускаем, руками дергаем вот так, потихонечку. А как понять, на какой глубине должно? Ну как сейчас мы кормили же. Да. То же самая методика. Ага. И, Она получается, перестает она находит, опускаться. да, и получается леска, видите, вот она как бы с сопротивлением, да? А когда дойдет вот до глубины, дна она будет так провисать. уже, да, провисать будет. А нам будет немножко вот так поднять потом. И все. От земли где-то вот так. Сантиметра хотя бы вот так. А долго сидеть с ней? Смотря как рыба пойдет. Так, у меня тот же принцип, да? Да. Всё, А дайте, нашли, пожалуйста, черпак. Глубину нашли. Так, черпак где у нас? Вот, по-моему, с правой стороны от вас. Вот до глубины нашла. Угу. Чуть-чуть вот так. Поднимем. Угу. Держи. Полина, как успехи? Скучно. Ну а ты что думала? Веселиться приехала? Ну, вообще-то да. И представляешь, так сидишь час, два, Сутки. сутки. Сутки ради одной рыбешки? Почему одной? Двух. Ради тебя рыбы. Ради куля, говорят. Знаете, вся моя рыбалка в жизни — это когда я иду в магазин, где
сейчас ему сломаю паська. Простите, прости меня. Нет, на. Я не возьму на себя эту миссию. Смотри, у меня... Подождите, он у меня сам по себе двигается или что это? Ну не может быть само по себе, Полин. Тяни. Полина, залезку. Не крути, залезку. А, вот так что ли? Полина, хвост! Рыба! Ой! Кажется, ты его просто... Разбила ему голову? Да. Прикольно. А мне уже нравится. Слушай, вот такое мне нравится. Вот результат, знаешь, того стоит. Да еще чего. Вот с рыбами я не Поцелуй целую. рыбу. Нет. Поцелуй, чтобы еще на Да удачу. Давай. нет. Давай. Нет. Ой, шевелится. Шевелится хорошо. Ой, надо было крючок. Блин, а не, нормально. Нормально. Это сколько по времени мы примерно посидели? Лет 100? Вот видите, как бы говорится, друзья, верная же поговорка: без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Вот мы потрудились сегодня достаточно. В рамках всей нашей программы вы видели, можете оценить наши труды. И вот он, мой первый улов. Смотри. Полина, не крути. Вот так подними сразу. Полина, ну не издевайся. Давай, раз, два, три. У меня тоже, что ли? Подождите. О, Полин, подожди моего. У меня тоже есть. Полин, подожди. Смотри. Та-дан! Привет, братец. Почему А мне кажется, мой больше, чем твой. мой разговаривает? А мой шевелится. А мой уже подошел. Ой, мамочки. Ой. Красивый. Смотрите, он шевелится. Красота. Полин, ты представляешь, зимняя рыбалка удалась. Посмотри, как плавники шевелятся. О, танцует он у меня. Слушай, мне кажется, зимняя рыбалка удалась только у нас. Ой, посмотри. Что касается рыбы, я бы не стала так утверждать. Полин, ну смотри, рыба есть, Слушай, жизнь удалась. И мне кажется, мы обед должны состоится. продолжить. Да. Я думаю, как минимум штук 5 бы нам еще поймать для галочки. И все. Вот только не могу вытащить. ну, больно как ему. для галочки. Галочка сама пускай себе поймает. Мы, девочки, доказали вам, что Какое мы все прекрасное можем. чувство. Так что это не только для мужчин такой вид отдыха и времяпрепровождения. Так что галочки, Да. Наденьки, в общем, девчонки. Девчонки, мы вам советуем, честное слово, посмотрите. Но это просто масса! Нет, в лунку, лови его! Масса приятных удовольствий. Не грусти, Полин. Это грудь не будет расти. Ты можешь не смеяться, в кадр уходит все. Потом без звука будет разговаривать. Ой, посмотри, как там налима будет. Нормально. Там 3 тычки. Супер. Там должно быть хотя бы. Вот. Короче, были, я в Южной Якутии была в командировке, мы наловили хариусы, да? Вот светленькие такие, они прям беленькие-беленькие, как селедочка, но худенькие. Это было так клево. А мы такие обычно выбрасываем на рыбалке. У меня даже кошка такие не ест. Они же костлявые. Я помню, в 90-е годы очень такие вообще. Сегодня вот. Не, я вообще... Когда в город, когда приезжали мы с мамой, Мгм. там в Белепете останавливались. Так, ну, я смотрю, для первого раза у нас так, в принципе, неплохо, но неужели ради вот этого количества люди вот так вот часами сидят здесь? Разве этим семью накормишь? Насколько я знаю, еще вот этот ёрш? Нет, это окунь, девушка. Окунь. Но он же на ёршика чем-то похож, они, да, общего семейства? Ну, они, можно сказать, колючие все. Окунь Мгм. и ёрш. Вот, Так вот эта рыба, она они для же коктейльчиков костистые подходит. все. Да, костистые. Вот, а что Так, есть-то девушка, будем давайте сегодня? сейчас, если улов считаете маленьким, давайте поедем сейчас, проверим тычки на налива. Давайте, что Да, такое тычки? Тычки, ну и там вместе покажем. Давайте. Пошлите.
Испытано на себе. Мы приехали, вот проверяем тычки на налима. И сейчас получается показательное. Первое мы покажем, потом девушки сами будут уже участвовать. Хорошо. Так, сначала вот снег убираем, потом пешню вот лед убираем. Ну и потом как обычная удочка, можно сказать. Ну там большой крючок, якорь, Ага. точнее грузила, да? И там живца, на живца, то есть там рыба. А живец какой? Окушок, да? Окушок там. Ёрш. Это который мы вот сейчас ловили, да? Да. Примерно, да, такого размера. А что оттуда может пойматься? Ну, Налив налим. большой? Вот сейчас проверим. Давайте. То есть, получается, здесь лунки ставятся уже побольше, пошире. Да. Ты туда можешь провалиться теоретически, да? Ты тоже. Глубина где-то 4 метра, А, что тут опасно. окей. Ага, это как крючок, там получается вот вместо лески вот веревки, Ага. вот это мы находим этой же леской получается. Сейчас найдем и да, зацеп делаем. Вот зацеп сделал. Мунха так делать тоже, Нет, да? пока еще. Не, мунха это совсем другое. Нет? Там тоже такой леской какой-то цепляет. Не, ну там уже по-другому Да система не, идет. ладно. А, нету, да? Ну вот. Не сразу находим, конечно, вот ищем. А бывает, что теряются? Бывает, да? Такие моменты. Обидно? Весь день поработаем, потом не найдем. Как ты думаешь? О, Вот, нашлась! нашли, да, веревку. Рыба-то есть. Рыба. Сейчас проверим, Где же узнаем. рыба? Только близко не подходи, точно туда упадем. Не Ведот нам, зацепи. Да, Ведот нам сейчас покажет. запоминай, как делать. Угу. Ладно, тохта. Вот, показательно, давай покажем. А вот О, Так, Вот вот так первое проверили. угу. Первого ничего нету, вот только рыба. грузила, Мгм. и вот на живца получается ёрш. И такой крючок. Угу. Сейчас в наших будет точно. Ну, сейчас проверим. Узнаем. Пойдемте. Главное не провалиться, где эта утка. Вот здесь? Так, ага. Вторая лунка. Вот это? Точнее, не лунка, а этот. Тычка. Так, подожди здесь. Нет, Дайте сначала лопату. снег убрать. Да, снег сначала убираем. Даша, убирай. Убрать? Да, вот это убирай. Подожди, где лунка, чтобы не провалиться? Это лед получается. Нет, ты не бойся, провалишься все равно. А вот эта ледышка, она сверху, да, намерзла? Не, мы это сами специально положили, чтобы она не замерзла. А, Вот отсюда кусок взяли, получается. то есть Как мне это? сейчас ломом Как нужно крышка, как подцепить. крышка, да. Вот это надо будет убрать. Ага. Давай-ка я. Главное, вот. Давай я это уберу. Учитесь, мамочки. Почисти мне, пожалуйста, снег. Все, тохто. Так, осторожно, главное, воду... теряй. Да. Ну, Полина умеет, оказывается. А все городская, Да, городская. городская, говорит. Да хихикается, главное, чтобы не провалилась туда. Все, Всё. блин, хватит. Меня-то не спрашивай. Куда же я без тебя? На Артема? Ничего не говори. Так у меня все равно петличка.
тут без разницы, да, каким концом я туда отпускаю? Разница, вот крючок же. Ну так вот это тоже крючок. Буду чаще. Все. Не так, Оля. Ты что делаешь? Ой, Подожди, зацепился на них? о, ля-ля, ага, все. Так, ага, Все, хватит, хватит. оп, ага. Все, вытаскивай. О! Так, Не отпускай. разделайте мне ее. Вот так, ага. Ой, она тяжелая. Что там за? И я не знаю. Не будешь что ли? Подожди, она прям тяжелая или она примерзла? Подожди, как что-то есть, походу, давай. Смотри сюда. Подождите, что происходит? Или застрял, да? Вот она как будто то ли застряла, то ли что. Нет, ничего у тебя нет. Застряла, да? Обрадовалась. Вот что у тебя есть под нами. Ну тоже не... И отпускаю, да, веревку обратно? Пяу. Так, ну и последнее. Да, Даша. моя. Меняемся, давай орудием. Подожди. Давай снимай. Давай меняемся орудием. Это тебе. Это мне. Где? Побыстрее, побыстрее, живее. Нет, ты посмотри, 2 минуты с ломом, а уже как характер-то проявился. Не провались только. А здесь Сразу будет. более активнее, активнее. Отпускай. Вокруг, по кругу. Какая-то маленькая, да? Опять большая. Тут маленькая, да? На, доделай. Она реально маленькая. Я не то, что она это делать. А, вот же. Круто надо делать. А, вот все. Так, давай я доделаю хату, как будто бы это все я делала. Понял, убираем. Дорогие друзья, на этом зимняя подлетная рыбалка завершается. Улов у нас был небольшой, но есть, значит, возможность и цель вернуться вновь. Правильно? Да, друзья, рыбалка подлетная заканчивается для нас, но для вас сезон продолжается почти до конца апреля. Но я думаю, подробнее все об этом вам расскажет Петр и как все будет это проходить, где можно с кем связываться
и как можно на себе испытать вот все то, что мы вам сегодня показали. Петр, где вас найти и как с вами связываться нашим телезрителям? Аренда. Инстаграм рыбалка аренда ЕКТ-14. Там вы можете меня найти. Контактный телефон. Контактный телефон 8 962 733 92 80. Итак, дорогие друзья, мы советуем вам хотя бы один раз, но попробовать это увлекательное занятие, подледная рыбалка. Ну а мы, девочки, увидели это своими глазами. Да, вот мы, девочки, с Полиной, а Петр нам это помог, за что мы тебя благодарим. Спасибо большое. Большое спасибо, друзья. На этом наша программа подходит к концу. Но мы с вами прощаемся. До следующих выпусков, до следующих испытаний. Всем пока! Пока! Испытано на себе.